«21 января открылась первая пленарная сессия Государственного совета Республики Татарстан. Новый состав депутатов начал свою деятельность при новой Государственной Думе и новом президенте Российской Федерации. В центре повестки дня сессии были выборы спикера республиканского парламента. Этот вопрос не вызвал больших дебатов. Депутаты отдали свои голоса лидеру парламента прошлого созыва Фариту Мухамедшину. Ровное течение сессии позволяет предположить, что во многих вопросах народные избранники имеют схожую точку зрения. Ну а какие темы обсуждались в кулуарах, можно только догадываться. После перерыва сессия Государственного совета Республики Татарстан продолжила свою работу. Вот уже 2 года в школе номер 12, что находится в самом сердце татарской слободы, в Казани, существуют еврейские классы. В них, наряду с грамматикой и другими обычными предметами, дети познают особенности национального самосознания. Для этого и существует в расписании занятий школы урок традиций. Среди желающих изучать еврейский язык, познавать древнюю культуру, дети самых разных национальностей. Быть евреем нелегко, считает куратор классов Ольга Львовна Труп. Я считаю, что да, действительно, то, что наши дети могут открыто, с достоинством, с гордостью сказать, что я еврей, это и есть, наверное, наше главное действительно достижение за эти 2 года. Я неоднократно, наверное, цитирую слова одного из наших родителей, который сказал: на вопрос, почему вы отдаете ребенка в еврейскую школу, он сказал: по крайней мере, он никогда не будет антисемитом. Так как оно уже занято, Боря, мы ставим минус. Правильно, да? В школе работает сильный педагогический коллектив. Компьютерное оснащение – одно из лучших в России. Программа рассчитана на воспитание человека будущего. Так как 2-е место уже занято... Но родителей подкупает не только качество образования. Вы знаете, наверное, нельзя уже сейчас говорить «татарская слобода» или еще какая-то слобода. Мы не можем разделиться и жить местечками. Что, мы разделим весь город на части? Здесь будут жить русские, здесь будут жить татары, здесь будут жить евреи. Этого делать нельзя, и мы это очень хорошо понимаем. Да это уже сейчас и невозможно сделать. Здесь старшие заботятся о младших. Здесь вместе поют и говорят на разных языках. Здесь одинаково чтут русские, еврейские, татарские традиции. Каждый день специальный автобус привозит на занятия и развозит по домам учащихся еврейских классов. Мишпахтейна. Так на иврите звучит название школы, что в переводе означает «моя семья».
слышу, не слышу. Спит Вазушейн. А? Ну, закути, я прошу тебя. Ну. Не слышу, здравец. Слов глубокого уважения. Это перестань, я прошу. Слов глубокой благодарности. Хорошо, иди, не хотели, иди. Осторожно. Не упади. А юбиляре или хорошо, или ничего? Друзья мои, за юбиляра. За юбиляра. Татарский государственный кинопрокат был учрежден постановлением Совнаркома Татарии в январе 1935-го. Так что нынешний год юбилейный. Это и послужило поводом для торжественной, нет, скорее теплой, встречи старейших работников кинопроката. Историческое событие. Вместе собрались 4 директора татарского кинопроката. Время расцвета кино приходилось на 60-е, 70-е годы. Кинопрокат Татарской Республики был лучшим в Союзе. За время своего существования он получил все виды наград, все виды поощрений в системе советского кино. В день по кинотеатрам расходилось до 150 копий. Ежедневно 150 тысяч татарстанцев становились кинозрителями. Фильмофонд состоял тогда из 8 тысяч наименований картин и 25 тысяч копий. В системе кинопроката трудилось около 100 человек. В республике действовали 7 кинопрокатных пунктов. В годы экономической нестабильности и смены государственных приоритетов, казалось, кино умерло. Но и тогда не покинули кинопрокат его старожилы. И, встречая 65-летие родной организации, они говорят уже о возрождении. В настоящее время в Татарстане действует 500 киноустановок. Большинство собравшихся – отличники кинематографии СССР, ветераны труда, проработавшие в системе кино 30-40 лет. Танзиля Закирова – лучший киномеханик республики. Она и сегодня продолжает работать в Арском районе. Благодаря таким энтузиастам мы соприкасаемся с искусством всего мира. Жив кинопрокат, будет жить и кино. Я вас слушаю.